Вот оно, то самое место в селе Акварчепан, близ Хуарчала, откуда в злополучный день 14 декабря, ровно 25 лет назад, взлетел вертолет Ми-8 российских ВВС, на борту которого находились дети, женщины и старики, бежавшие от ужасов жестокой блокады. Минут через 20 после взлета по вертолету, пролетавшему на территории Кадорского ущелья, контролируемого в то время войсками Госсовета Грузии, была выпущена ракета «Земля-воздух». Рухнув в горной местности, вертолет взорвался. Ни один из пассажиров не выжил. Вот уже 25 лет на этом месте собирается общественность района и все те, кто помнит и скорбит по невинно убиенным в небе над Латой. Это невосполнимая утрата. Все они сегодня могли находиться среди нас, трудиться на благо своей Родины, приносить пользу, поднимать и возрождать Абхазию. В то тяжелое время, когда Отечественная война народа Абхазии была в самом разгаре, мало кого можно было удивить смертью, но трагедия, в одночасье унесшая жизни 87 человек, всколыхнула не только Абхазию, но и всех здравомыслящих людей за ее пределами. Вертолет был сбит, несмотря на то обстоятельство, что полет проходил по согласованному с грузинской стороной маршруту. Это преступление против человечности ярко отразило жестокость грузинских агрессоров, их полное пренебрежение всеми нормами цивилизованного мира. Тот враг, который решил нас покорить, решил ударить по самому больному нашему месту. Это дети, это женщины, это старики. Враг думал, что если он это сделает, что мы упадем на колени. Но он в этом просчитался. Войны наши, особенно я хочу, стоя вот на этой трибуне сегодня, выразить особую благодарность нашим боевым друзьям с Восточного фронта, которые на все 100 выполнили приказ Верховного Главнокомандующего стоять насмерть, не давать противнику ни шагу наступать. Мало того, что стояли насмерть, еще отвоевывали, понимаете, те земли, которые они оккупировали. Год и 2 месяца наш народ в Восточной Абхазии находился в жесточайшей блокаде. На митинге памяти жертв ладской трагедии также прозвучали стихи, в которых звучала неутихающая скорбь и боль нашего народа. В вертолете Ми-8, сбитом над Латой, погибли целые семьи. 14 декабря навсегда останется кровоточащей раной в истории Абхазии и в сердце каждого из нас. На Лакове Беслан Шинжерия, Абхазское телевидение.